Чуеце, якія зараз у вёсцы цудоўныя вясновыя гукі? А пах, аж галава вінецца. Паветра такое, нібыта чырпай ложкай ды еш. А да водару кветак далучаецца пах вясковых страў. Бульбачкі, шкварачак, аладкаў, пірагоў, гарбаты з мяткай. Вёска – лепшае месца на зямлі. І гэта не толькі моя думка. Добра нам у вёсачцы жывецца, таму і ў святы ды буднія дні так шчыра пяецца. Белых роз и весенним теплым ветром, нежным запахом мимоз. Он весенний, прекрасный, в свете солнечных лучей, аромат любви и счастья, и в душе цветет сирень. А на улицах весна, 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 деревья зеленеют, теплая пора, 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 солнечные дни. А на улицах весна, 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 солнце ярко светит. Теплая пора, 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 мы вместе, я и ты. Мы з вами, шаноўныя сябры, у гасцінным Поразава. 10 гадоў назад менавіта тут упершыню прайшоў раённы конкурс «Я сельчанка». За гэты час 34 яго ўдзельніцы прызналіся са сцэн культурных устаноў раёну у любові да роднага краю, да нашай сінявокай радзімы. І яшчэ раз даказалі, што вясковыя гаспадыні бадай самыя лепшыя ў свеце, самыя таленавітыя, самыя абаяльныя, самыя працавітыя. Спадзяюся, кампліментаў дабавіце ў каментарыях. А зараз знаёмцеся з удзельнікамі сёлетняга конкурсу. Савко Анастасия Михайловна, Новодворский сельский совет. Анастасия Михайловна приехала к нам из Нового двора. Многодетная мама, заботливая, обаятельная и просто красавица. Самое главное, Анастасия Михайловна умеет дарить любовь и создавать крепкий и надежный тыл для своей семьи. Девиз ее по жизни – под лежачий камень вода не течет. Аплодисменты. Приглашаем на сцену участницу под номером 3, Данильчик Елена Константиновна, Несбодевский сельский совет. Елена Константиновна родилась на Столищине, в многодетной семье. Приехала на работу в Несбодичи, эта деревня пришлась ей по душе. Заботливый, любящий муж, поддержка и опора во всех делах. А еще и 3 деток, которые помогают маме по дому, создают уют и красоту во дворе. А за это Елена Константиновна балует своих домочадцев разными вкусностями, готовить которые научилась у свекрови. Елена Константиновна – активная участница клубных мероприятий. У этой замечательной женщины теплая, светлая улыбка. Поэтому девиз ее по жизни: вперед с улыбкой и настроением, а близкие тебя поддержат. Встречаем участницу под номером 4, Ботвич Валентина Болеславовна, ваша землячка, Поразовский сельский совет. Самая лучшая жена, мама и бабушка, прекрасная сестра, верная подруга, справедливый начальник и хорошая коллега. Человек большого сердца и души. Она умеет видеть красоту в простых вещах и находить в них забавные, удивительные детали. Веселая, добрая, жизнерадостная и ответственная. Ее юмор и игривость привлекают людей, и она всегда в центре внимания на любом мероприятии. Жизненный девиз – светить ярче, чем солнце, гореть жарче огня, дарить всем людям радость всегда, день ото дня. Аплодисменты нашей участнице. И под аплодисменты мы встречаем участницу под номером 5, Кудлаш Елена Дмитриевна, Ханевический сельский совет.
Елена Дмитриевна личность яркая, талантливая, жизнерадостная, уверенная в себе, любящая жена, заботливая мама дочки и сына, любимая бабушка самых лучших в мире внучки и внука. Она умеет талантливо совмещать семью, быт, работу и увлечения, активно участвует в жизни деревни и делает это с азартом и удовольствием. Ее жизненный девиз «С песней по жизни». Встречаем участницу под номером 6, Шмыга Лилия Николаевна, Добровольский сельский совет. Про эту женщину можно сказать, где родился, там и пригодился. И уезжала она из своей деревни Доброволя только тогда, когда закончила школу и училась в городе Гродно. Отучилась и вернулась опять в свою любимую деревню. Очень любит шить, вязать, трудиться в огороде, заниматься разведением цветов. Дочь, зять и внук с удовольствием приезжают к бабушке, потому что точно знают, что их ждет богатый стол с разными вкусняшками, приготовленными с душой от всего сердца. Вперед и только вперед под таким девизом Лилия Николаевна идет по жизни. И встречаем нашу 7-ю участницу Будевич Галина Ивановна, Вердобельский сельский совет. Эта красивая, худенькая, миниатюрная женщина умеет совмещать семью, быт, работу, увлечения. Если работать, значит доход. А если готовить, то так, что пальчики оближешь. А если отдыхать, то так, чтобы зажечь своим задором, юмором людей и доказать, что смех и хорошее настроение продлевают жизнь. Галина Ивановна, кроме того, что замечательная мама, она еще и надежный друг. А друзей у нее очень много. Всегда впереди, если кому-то нужна помощь. Ни одно мероприятие не обходится в клубе без Галины Николаевны. Она здесь главный артист, поэтому и девиз по жизни. Кручусь, верчусь, ловлю моменты, беру от жизни 100%. Што ж, старт дадзены, і так уперад за перамогай. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Добрый день, милые женщины. Среди множества мероприятий, которые проводятся в нашем районе, я уверен, что конкурс «Я сельчанка» занимает достойное, почетное место среди этих мероприятий. И, безусловно, вот мы вспоминаем историю, летопись проведения этих конкурсов. Буквально, кажется, вчера мы были первооткрывателями проведения этого конкурса, а сегодня уже позади десяток лет. Я от имени районного совета депутатов, районного исполнительного комитета хочу поблагодарить, во-первых, организаторов, общественное объединение «Белорусский союз женщин», руководителей сельских советов, безусловно, Татьяна Сергеевна, вас и в вашем лице учреждения культуры за поддержку, подготовку и сопровождение этого мероприятия. Вы знаете, конкурс конкурсом, поэтому, милые женщины, не волнуйтесь, судя по тому, что мы вот прошли и посмотрели, насколько удивительный, многогранный мир ваших увлечений, какие вы талантливые, вы и ваши семьи. И, безусловно, мы сегодня говорим то, что вы состоялись как женщина, состоялись как мать и состоялись как творческий человек. Поэтому, как бы ни сложилась ваша судьба в этом конкурсе, сегодня все вы уже, безусловно, являетесь победителями. Конкурс конкурсами, поэтому есть какие-то критерии, есть какие-то условия, но независимо от того, как вы их пройдете, я вас благодарю и желаю вам дальнейших творческих успехов. И, безусловно, вы являетесь олицетворением той женской среды с активной жизненной гражданской позицией. Многих из вас я воочию знаю вас по творческим конкурсам, знаю по многочисленным мероприятиям, в которых вы принимаете непосредственное активное участие. Поэтому сегодня я желаю без исключения всем хорошего выступления, и, конечно же, победы.
У першым конкурсе «Цуды своими руками» конкурсантки оформили выставу-прэзентацыю сваіх творчых работ, дзе абавязкова прадставілі традыцыйную сямейную страву беларускай кухні. Дадам, гэта самы смачны конкурс, бо кожная вясковая гаспадыня перш-наперш выдатная кулінарка. А як жа іначай? Двор славен гаспадаром, а дом умелаю гаспадыняю. Матуля моя з того самого краю, які ведаюць усе. Гэта край людзей, багатай ураджайнай зямлі. Самае ранняе агуркі і памідоры, кветкі і суніцы. Усё гэта адтуль, з матулінай радзімы. Уся маміна сям'я займаецца вырошчваннем садавіны і агародніны. І заўсёды ўраджай такі, што яго хапае не толькі есці кожны дзень свежую агародніну, але і рабіць зімовыя запасы. Мая бабуля іх робіць вельмі многа, ад яе навучылася і мая матуля, а зараз вучуся рабіць зімовыя запасы і я. Вось, паглядзіце, чаго тут толькі няма. Разнасолы на любы густ і, вядома, вырошчваем бульбу. А як жа без яе? У нашай сям'і вельмі любяць клёцкі. І таму нашы сямейныя святы не абыходзяцца без гэтай смакаты. Калі ласка, паспрабуйце. Дякуем, что к нам вы завитали в гости. По звычаях народных пустим гостям поклон мой. Вітаю вас сердечно, Ліля Шмига з доброволі. Господиняю здавна славлюся видатною, до работы разностайной, вельми здатная. Что у руки не возьму, спорится работа. Для семьи и для людей усё роблю з охотой. Прутки у руки я возьму, для усіх носочков навяжу. Коли не буду я лениться, звяжу за ночь и рукавички. Коли зима вокол лютує, крючок у моих руках чарує. Накидка на моих плечах, на заздрість гультаям в очах. Коли дочушка приїжджає, ми разом працювати сідаємо. Іголка у моїх руках, панчоха у дочушки. Вось і з'явилася на світ лялька-веселушка. Добрый день. Я Кудрявых Алина Ивановна. Представляю Бердынский сельский совет. И сейчас хочу представить вам свои работы, которыми я уже занимаюсь с 2020 года. Раньше я занималась бисером, плела украшения для дочери. А затем вот начала делать картины. Мне это очень нравится, и я рукоделие очень люблю. Эта работа всегда по плечу. Вышивки этой живая душа. Ах, до чего же она хороша. Снова рисунок влетается стразы. Милый подарок, приятно дарить. Я рукотворное чудо создам. А любоваться, конечно, же вам. Этот
рецепт этой подготовки этих блинов мне передала вот его бабуля Марфочка, мы ее звали, и теперь я каждое утро готовлю эти блины. Мой муж механизатор. Праца это тяжелая, нелегкая, треба добро поесть, каб работать, працевать. И вот, мы готовим их каждый день. А что может быть лепше заквашенных блинов еще с колбаской, с яйками, с шкварочкой? Блины вкусные? Вкусные, с секретом. С секретом, да, румяные, вкусные. Я люблю делать. А вот, Яна Дмитриевна, у вас вот... Это вся моя жизнь, 30-летний стаж в Каневицком доме культуры. И не только. И не только. А на природе. Потому что нам ваши лица очень знакомы, конечно, да. Видно, что вы участник в мероприятиях. Меня зовут Савко Анастасия. У каждой любящей себя женщины есть маленькое увлечение. Вот мое хобби – шитье. Не могу. Сейчас я вот сегодня решила вам похвастаться своими достижениями. Сшитые руками свои вещи позволяют сэкономить деньги на покупке дорогостоящей брендовой одежды и соответствует стилю и предпочтению нашей семьи. А когда моя душа какая-то особенно хочет праздника, у меня получаются вот такие шедевры. Печь с детства я очень люблю. Частенько смакую, что-то пеку. Готовые формочки я покупаю, грибочки и орешки я в них выпекаю. Нам житница края дарит муку. Ее и для теста всегда я кладу. Яйца и сахар, масло и мед. Смешали все это и в печку вперед. Начинка – сгущенка, масло, орех. Не допустится здесь и малейший огрех. Готовые формочки я начиняю, и сахарной пудрой я все посыпаю. Вот и готово, влечет аромат. Попробовать вкусняшку, вся будет рад. Всех приглашаю на пробу к столу, порадовать выпечкой, вас пишу. Пожалуйста. Очень рада, что зашли к нам в гости. И хочу, чтобы вы попробовали наше семейное блюдо. Это сделала моя мама. Моя мама приезжая, ее научила ее свекровь. Поэтому это считается форумские пальчики. И она всегда пекла. И у нас все праздники проходили только с этим блюдом. И сейчас делаю я. И плюс уже мои здесь. Дочь уже учу, невесток своих уже учу. Так что я хочу, чтобы вы попробовали и оценили. А вот эти розочки, их делают не все, потому что это надо формочка, чтобы было. А формочка, опять же, мне досталась от мамы. Поэтому тоже это блюдо наше. Хочется... А потым зала напоўнілася песнямі, вершамі, танцамі, усмешкамі ды апладысментамі. Кожны выхад на сцэну абаяльных і прыгожых канкурсантак у конкурсе «Мая вёска, мой лёс» быў сапраўдным вясковым маленькім святам. Добрый день, поважанные гости. Меня зовут Савко Анастасия Михайловна. Приехала я до вас з Агрогородка Новый двор. Ты мой куточек, новый двор.
Стоишь у пушчы вековой, дзяцінства ты моя столица, хочу табе поклониться. Нигде няма такого краю, мой новый двор, кусочек раю. Где б ни была, а мне все снится, бярозок срэбных зіраўніца. Паветра чистое с болот, мы дыхаем его с охвотой, мядзянки чистая водица, да ясельды бяжить тулиться. А ела кольки соснаў и дубов, косуля, лосяў и зубров, и не слічыць всего, что у лесе, и ягод, и грибов, что тягнутся аж до полесья. Мой любый край, моя землица, хочу тебе от сердца поклониться. Народилась и выросла я у прыгожай і утульнай вёсцы Корнаць, дзе прайшло маё дзяцінства і юнацтва. Пасля заканчэння школы я поступила ў Гродзенскі каледж тэхнікі, тэхналогіі і дызайна на прафесію мадэльер-канструктар. Пасля заканчэння вярнулася на сваю малую родзіну, дзе мяне чакала моя любая сям'я, маці, тата і двое братоў. Гэта людзі, якія падтрымлівалі мяне ў цяжкую хвіліну, суцяшалі і падбадзёрвалі, дапамагалі і дапамагаюць парадай. Паволі лёсу жыць і працаваць мне давялося ў вёскі Новы двор. Кожную раніцу я з задавальненнем іду на сваю любімую працу. У новым дварэнні сустрэла сваё каханне. Уже 12 гадоў мы з мужам жывем разам. У нас вялікая і дружная сям'я. Глава нашай сямействы – тата Юра. Ён майстар у нас на ўсе рукі. Любімы муж і выдатны бацька. Старэйшая Софійка дачушка і двое сыноў – Роман і Савелій. Дзеці – гэта наша радасць, гонар і надзея. З іх прысутнасцю наш утульны дом адразу напаўняецца святлом, весялосцю і радасцю. Простая сялянская жанчына. Па-першае, добрая жонка, бо я верно храню сямейны ачаг ужо 35 год. Па-другое, я мама троих таленавітых дзяцей. Але ж хіба у такой кабеты могуць быць не таленавітыя? А ў трэцім, я бабуля двоих цудоўных унукаў. Але што тут казаць? Усіх унукі цудоўныя, але ж мае самыя-самыя. А ў чацвёрты я стабільны кіраўнік, бо ўжо 30 год кірую магазинам. А яшчэ у пятым я незвычайная сяброўка, бо ў мяне аж 8 фронтавых подруг, і ўсе лепшыя. Сегодня мы приехали до вас, каб рассказать, як цудоўна живется нам у нашей вёсачцы Нязбодзічы. У нашей дружной семьи 5 человек, як 5 пальчиков на ладоньках. Але самый галоўны пальчик – гэта матулька. Я бываю такая разная, то капризная, то прекрасная, то чудовище опупенное, то красавица, мисс вселенная, то покладисто, то с характером, то молчу, то ругаюсь матерно, то в горячую избу на лошади, то отчаянно требую помощи. Дверь захлопну, поставлю все точки, то ласкаюсь пушистым комочком, то люблю, то сейчас ненавижу, то боюсь высоты, но на крышу выхожу погулять темной ночкой,
То жена, то примерная дочка, то смеюсь, то рыдаю белугой, то мирюсь, то ругаюсь с подругом. Не больная, не в психике трещина, просто я стопроцентная женщина. Божечки, а куда ж вы меня привезли? Привітайся сначала с народом, привітайся. Добрый день. Галюнчик, дороженька, а привезли мы тебе на районный жаночий конкурс «Я сельчанка». Боже, який конкурс, з глузду з'їхали. У меня справа вышей головы. У меня, поглядите ж вы, коза окатилася, куриця кураняток привезла, бройлеров прикупила, поросятки. Давай. А на работе щенятки непояные. Який конкурс, Давай. який Да тебе коли не позвонил, весь час, не макали, увесь час что стеколишь. Вот привезли, не переживай. Мы ж с тобою, а поляне, какая у тебя группа подтримки. О, бачишь. А божечки, а я ж наводи не прибиралась. Не переживай, оденем, причешем и припудрим. Наши люди самые ветливые и доброзычливые. Тут мой дом, моя семья. И я рада, что живу у таким пригожим куточку. И по заканчении моей визитной картки хочу отзначить. Я селянка з доброволії і жанчина хоть куди. Хай приємно позайздростять Беларусі городи. Па-сапраўднаму здзівіў конкурс відэаролікаў «Адзін дзень жыцця вёскі». Привет, Сябровка, привет, сусед. Привет, подружка, привет. Ну, что тут у вас у вёсцы новенького? Что у вёсцы может быть новенького? Одно есть и покуль понавариваешь. Что же вы там такое вывариваете? Боже, в магазине пошла и купила. Как у нас у городе. Я то что навару, то я и навару. Ну. А вот ты ведаешь, не збудешь Алену Данильчик, та я Ну. кожный день вареники варить мужу, бо ён любить їх. Ой, нема Лепить і чого. варить, лепить і варить. Нема чого їй робити. Так. Боже ж мой. Як у вёсцы, а работы много, ось птушки прилетели. Ось бусин полетел, бачиш? Ну, комусь и дитя понес. Понес, певно, так. Ну, коли ж твої вареники будуть? Зараз буду, зайчик. Зараз почекай 5 минут ще і будемо снідати. Дякую. Мама, вареники скоро? Мама, вареники готовые? А мой миленький вареничка хоче. Нарубав. Ще й на вареники, запрошаємо усіх. Вареники.
Слухай, про вареники ты так смачно рассказывал. Слухай, а может нам с тобой не сбудешь на те вареники сгонять? А? Пошли? Пошли, пошли. Пошли! Пошли! І апошні конкурс «Я артистка». Што і казаць, таленавітыя. І кропка. Волнение легкое с утра, и кругом ходит голова. А к нам сегодня приезжают на летний отдых горожане. Здоровье, чтобы укреплять, купаться в речке, загорать, с очками бабочек ловить. И каждый день нам говорит, как хорошо тут, ё-моё. У вас в деревне все свое: картошка, морковка, парное молоко. И как здесь дышится легко. Боже, там приветливо вам усміхнуться, там як дома, отчуть себе можно. Это все Беларусь моя милая, без яе нават день я сумую. Працавітая, мужная, шчырая, тут родима моя, тут живу я. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Над рекою стелится туман, ветер заблудился в тишине, и грустит мой старый друг баян на завлечном кожаном ремне. Вот уже остались за спиной бывшие колхозные поля. И меня встречает край родной, юность деревенская моя. Эх, деревня, родимые края, эх, деревня, голубушка моя. Когда-то на гуляне, где все по разочане, навшивали маме, пришли на танцы в клуб, плясали сивой болью, и так давно судьбой мы встретились с тобой.
Але ж так хутка праляцеў час. Хто прыйшоў на конкурс, паверце, атрымаў сапраўдную асалоду, бо тут было цёпла, гасцінна і весела. Пераможцай стала Валянціна Ботвіч з Поразава. Шчыра віншуем пераможцу, ды ўсіх удзельніц конкурсу «Я сельчанка». І я ж спадзяюся, сябры, вы разумееце, што за выступленнямі кожнай удзельніцы плённая праца культработнікаў. І менавіта гэтыя абаяльныя кабеты актыўныя удзельніцы клубных аб'яднанняў. І трошачкі ўражанняў аб конкурсе. Столько эмоций, столько впечатлений от этого конкурса, что я даже, знаете, выразить всего не могу. Все женщины настолько прекрасны, действительно, с каждым годом они все ярче, все, ну просто нет слов. Спасибо, Мария Николаевна, что вы когда-то придумали такой замечательный конкурс. Мы его очень любим, и хочу отметить, что я его только один раз пропустила. Все время веду этот конкурс, и просто от него без ума. Люблю его, этот конкурс, люблю всех вас. До новых встреч! Очень высокий уровень конкурса, очень высокие конкурсанты, очень все подготовлены, естественно, здорово. Вообще культура, конечно, заняла 10 баллов. Надо сказать, работники культуры на высшем уровне. Это все-таки их дело. Поэтому всем большое спасибо. Участницы просто такие яркие. Но я, конечно, поражен участниками конкурса. Я сельчанка, которые показали такой высокий уровень таланта, показали себя действительно, как вот Ирина Эдуардовна говорила, с разных сторон, и на работе, и в семье, и конкретно в общественной работе. И это дорого стоит. А сегодня на сцене выйти, не боясь ничего перед зрителями, это все показать. Это сегодня, можно сказать, изумруд нашего района. Эти девочки, что были на сцене. Я очень благодарна Морозовскому Дому культуры за это гостеприимство, за то, как у них уютно, тепло, за то, что они всегда с улыбками, поэтому к ним идут и такие люди. А вот ведь я хочу еще отдельно сказать, наверное, десяток лет назад, когда был конкурс многодетных семей, они тоже принимали участие в этом районном конкурсе и вот заняли 3-е место. Поэтому творчество, оно не теряется, оно набирает силу, растет. Удачи всем творчествам! Конкурсы перамяжоўвалі канцэртныя нумары, і напрыканцы роліка сапраўдны падарунак ад абаяльных удзельніц народнага тэатра мініяцюр «Суперстар». Пэўна, на гэтым і кропка. А я ж развітваюся з вами. Вы ўжо падпісаліся на мой канал? Дзяліцесь відэа з сябрамі, стаўце лайкі, пішыце каментарыі. Дзякуй вам за ўсё гэта. З любоўю да вас, Марыя Самалевіч. Мы сустрэліся з тобою маладзенькімі. Я была тады прыгожая, худенькая. Закахаўся ты ў мяне, як толькі пазірнуў, страціў галаву. Але потым тебе штосьці насторожила, стал раўняць мяне з салодкім ты пірожаным, з тым кітом, што ціха в акіяне плавае, ты раўняў мяне. А я красотка, хоть я не стройная, зато душа у мяне огромная. Я прихожу свою помноживаю, я прихожу свою родню. А ты иди шукай
шукай себе других, шукай себе прихожих и худых, а я и кветка вся пушистая, я не для тебя. А ты говоришь, что я не вышла рожаю, на самой справе дама вельмия, пригожая, и коли ты захочешь раптом до меня прийти, я не отшию. А я красотка, хоть я не стройная, зато душа у меня не огромная. Я красоту свою помножаю, я красоту свою раню. А ты иди шукай себе других, шукай себе пригожих и худых, а я крепко вся пушистая, я не для тебя. Я навару в собі борщу, зроблю я драників, гуркові сала, самогонки куплю раненько, і пригожейшай стану я серед усіх жанчин, магнітом для мужчин. А я красотка, хоть я не стройная, зато душа у меня не огромная. Я прихожусь свою помноживаю, я прихожусь свою храню. А ты иди шукай себе других, шукай себе пригожих и худых, а я крепко вся пушистая, я не для тебя. Жак.